6 мая в Гагаузии отметили один из главных национальных праздников гагаузского народа – Хедерлейс. Традиционно основные мероприятия состоялись на единственной в Молдове племенной кониферме Ат-Пралин в муниципии Чедерлунга. Для гостей праздника, а их было много, была подготовлена насыщенная программа. Ярмарка тематических изделий народных умельцев «Халк-Усталары», где каждый желающий смог не только приобрести памятный сувенир, но и принять участие в увлекательных мастер-классах. Самыми популярными оказались мастер-классы по изготовлению национальных блюд. В гастрономической зоне можно было продегустировать и приобрести вкуснейшие блюда гагаузской кухни – холодную каурму, булгур, брынзу, гюзлямя, приготовленные по старинным народным рецептам. Булгур – традиционное блюдо национальной кухни гагауза. В конкурсе «Лучший булгур», чтобы показать свое мастерство и умение, участие приняли более 15 примарий автономии. Их блюда попробовали более 1000 гостей. Угостившись, они должны были отдать свой голос за наиболее понравившийся булгур. В итоге примария села Этулия заняла первое место. Победителям по традиции вручили приз «Казан». Спортивные состязания также привлекли внимание гостей. Они стали замечательным способом укрепления чувства единства и духа соперничества между гостями праздника. Каждый мог попробовать свои силы и не столько ради победы, сколько ради забавы и ради того, чтобы на себе испытать атмосферу фестиваля. Коснись просто приза и пристрой! Коснись приза! И чуть-чуть, ребенок! Ты сможешь, у тебя сильные ручки, давай! Давай, давай! Поаплодируй ребенку, коснись! Ты тут не будешь касаться? Meraklı Gagauz halk oyunlarını. Bizim oyunumuz kör köpüş. Bir kişi oynarlar, birisini gözlerine bağlarlar. O sayılır kör çöpüş. Kalanı dolayında kaçınırlar ya da hor tutunurlar. Da bağırırlar ona kör çöpüş, kör çöpüş. Onların sesine göre kör çöpüş savaşır tutma onları. Hangi kişiyi tutar, o kör çöpüş olur. Da oyun yeniden başlar. Buyurun, oynamaya uşaklarım. Yaşır bir kız pek güzel nişanlı göz Yükselir onun boyu sevinir ona çaboyu Yaklaşın buyurun oynama. Yaktı karanlık gönül gözleri İçinden neden girdi Официальная часть мероприятия стартовала с театрализованного представления. Танцевальные коллективы через танец передали красоту праздника Хедерлейс, его историю и значимость для гагаузского народа. Благодаря нашим православным ценностям, трудолюбивым, мирным и искренним людям нам удалось не только сохранить традицию нашего маленького народа праздник Хедерлейс, но и превратить его в неотъемлемую часть культуры всего многонационального народа Республики Молдова. În primul rând vreau să felicit poporul găgăuz cu această sărbătoare și organizatorii cu acest minunat festival. Această sărbătoare și acest festival constituie de fapt un pilon
pe care se bazează și se va baza în continuare cultura popoarelor conviețuitoare în Republika Moldova. Biz lazım sizinle bugünü çok sağ ol deme bizim yaşlı insanlara, bütün hepsi halkımıza hani bugüne biz yetiştik da bizim adetlerimiz, bizim tradisyonerimiz duruyor yerinde. Bu bir iş, hani bizim gençler de biliriz hani alacaklar bizden izin da gidecekler ileri doğru yavaş yavaş. Скачки на лошадях – это одно из самых главных и ожидаемых событий на фестивале «Хидерлес». И в этот раз скачки привлекли большое количество зрителей, которые приехали из различных районов Молдовы и других стран, чтобы насладиться этим зрелищем. В скачках участвовали сильные и быстрые лошади под управлением опытных наездников. Константин Келеш, руководитель предприятия «Атпролин». По традиции он сам вел мероприятие. Это человек, настоящий эксперт по лошадям, и он проводит всю свою жизнь, заботясь о своих любимых животных. Он понимает их настроение, он их чувствует. Для Константина Васильевича работа с лошадьми – это не просто профессия, это его страсть и призвание. Все это, даже не будучи знакомым лично с Константином Келешем, можно понять и почувствовать, оказавшись в числе зрителей конных скачек на фестивале «Хидерлес», наблюдая за тем, с какой теплотой и любовью он представляет каждую лошадь. Он уделяет большое внимание родословной каждой лошади. Это поражает. Это восхищает. И тут понимаешь, что у Константина Васильевича открытая душа, и лошадей он воспринимает как своих друзей. Была купавка от промаха. И крапинки. Рядом дочка вороная, дочка Жара. Опа. Зовут ее Кадыжа. Клички лошадям дают по правилам, я потом скажу. Это кобыла Ладья, дочь Актиона и Ласточки, и рядом с ним сынок от Коврака Лелек. По традиции Константин Васильевич предложил гостям назвать совсем юного жеребенка. При выборе имени для лошади соблюдают простое правило. Первая буква имени жеребенка – первая буква имени его матери, а в середине клички вставляется первая буква клички отца. Гости предложили несколько вариантов. В итоге малыша назвали Кубок. В первом заезде победил Вячеслав Калын из Бежгёза, жеребец по кличке Бодрый. İlk kazandınız, nasıl emosiyalarınız, duygularınız? O 2 yaşında küçücük de uşak. Gösterdi это двухлетка, начинаем с мая до ноября месяца. Здесь без хайван, тут есть, без ферма. Любитель животных. Во втором заезде первыми оказались Анатолий Дорич из Дрокии и кобыла Любушка. Готовил с зимы. С начала весны готовил. Сергей Замшилкин из Бессарабки и жеребец Монгол стали первыми в третьем заезде. Евгений Катай из города Флорешты и жеребец Парк пришли первыми в четвертом заезде. Скачки на лошадях имеют большое культурное значение для гагаузского народа. Этот вид спорта является одним из символов гагаузской культуры и традиций, а также свидетельствует о богатой истории гагаузов. В промежутках между заездами проводились соревнования на ловкость, быстроту и выносливость. Гости фестиваля «Хидерлес-2023» с удовольствием приняли участие в конкурсах «Самый громкий хлопок хлыстом», «Веселый обоз», «Заезд на осликах». Кстати, в заезде на осликах победил юноша по имени Михаил. Зрители громко аплодировали, узнав, что и ослика тоже зовут Миша. Победителям состязаний были вручены грамоты и денежные премии. Кульминацией фестиваля «Хидерлес-2023» стал заезд на Кубок Башкана Гагаузии. Кубок Башкана выиграл Григорий Патынга из села Бежгёз на лошади по кличке Мага. Григорию вручили денежный приз, национальный платок, ковер и, естественно, Кубок Башкана. И еще платок.
Ирина Федоровна, скажите, насколько зрелищными для вас оказались эти скачки? Мне самое главное, чтобы эти зрелищные скачки были зрелищными для наших гостей, которые приехали со всей страны. Сегодня было очень много гостей у нас. Для меня важно, чтобы были зрелищными эти скачки для наших друзей и туристов. Всех, кто сегодня оставил свои дела и приехал просто в гости к нам в Гагаузию. Я понимаю, что их приезд – это особая любовь к нашей автономии, к нашим людям, к нашим традициям. Повидите, насколько сейчас всему миру и всей стране интересно, как развивается наша Гагаузия. И я вижу, что их приезд подтверждает особенное отношение к нам. И мне очень импонирует, что они хотят узнать наши традиции, они хотят участвовать в наших мероприятиях. Я очень хочу, чтобы это все продолжалось дальше, чтобы эти праздники собирали еще больше людей, и чтобы на этих праздниках было как можно больше молодежи нашей гагаузской, потому что продвигать наши традиции может только молодежь. Вы в 8-й раз вручали Кубок Башкана, и Константин Васильевич Келеш сообщил всем зрителям о том, что 7 раз этот кубок выигрывали участники из Карланен. В этом году традиция была нарушена. Это было ожидаемо для вас, или вы все-таки хотели бы, чтобы в 8-й раз выиграли участники из Карланен? Самое главное, что именно на этом забеге было много участников. Вот для меня всегда очень важно, чтобы на забеге, когда разыгрывается Кубок Башкана, было много участников. Вот сегодня мы увидели, что именно так и есть. И неважно, с какого населенного пункта выигрывает забег участник. Самое главное, что много желающих, самое главное, что это азартно, самое главное, что это очень эмоционально, что это очень ярко. И по лицам участников я поняла, что они и дальше будут работать над тем, чтобы этот кубок был у них. Когда вы вручали кубок, гости мероприятия просили вас быть вместе с ними и на следующем фестивале Хидерлейс. Примете ли вы участие, будете ли посещать все гагаузские праздники? Очень хочу, да, очень хочу продолжать участвовать. Я уже не буду в роли организатора этих мероприятий, но я надеюсь, что нашей команде удалось поднять уровень этих мероприятий на очень высокий уровень удалось поднять. О наших праздниках национальных знают и в стране, и за пределами страны. Я с удовольствием, если буду находиться в Молдове, я просто уверена, что буду находиться в Молдове, то я обязательно буду приезжать и буду поддерживать, по крайней мере, своим присутствием. Но, пользуясь случаем, еще раз хочу обратиться к жителям нашей автономии. Продвигайте традиции, участвуйте во всех наших праздниках. Сегодня очень много примарий было здесь, были наши местные гагаузские, но очень было много примарий со всей Молдовы, было много председателей районов со всей нашей страны. Меня сегодня просто гордость распирала от того количества участников, от той географии молдавской и международной. Поэтому надо все держать на этом уровне. И я горжусь нашей Гагаузией, я очень горжусь нашими людьми.